Доброе утро, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Отвезла я внука в школу. Сейчас поеду в Сбербанк, заплачу все платежки и поеду навещать свою подружку Флорочку. Вы знаете ее, я вас с ней познакомила. И хочу знать, как она живет, как она себя чувствует. По телефону почти каждый день разговариваем. Но разговариваем одно, а увидеться, поговорить хоть за чашкой чая, это очень хорошо. Тем более она скучает, тоже одна живет, скучно, болеет часто, у всех свои проблемы. Сегодня погода хорошая очень, -7, тепло, ветра нет, снег хрустит. Вчера -3 было, а сегодня сосульки замерзли. Ну вот я доехала до подружки, сидим чай пьем. Ну как, подружка моя, как у тебя дела? Поздоровайся с моими подписчиками. Здравствуйте. Они с тобой все знакомы. Очень приятно. Они за тебя переживают, болеют. Очень приятно, что за меня так болеете. Да, всегда привет передают. Главное, чтобы вы все были здоровы. Тогда и мне приятно, что вы приветы передаете. Ты болеешь часто. То ноги, то давление, то сахар поднимается. Да. Стоишь на учете. Вот тот раз мы влог снимали, очень много просмотров было. Или кто-нибудь тебе с чем-то помогли? Нет? Нет. Никто с администрации ко мне не приезжал, не приезжают. Хотя я год назад обращалась к нашему администрации, там после письма Хабирова. Хабирова обращалась, Хабиров туда обратился. Сказали, что поможем. Я их что-то не видела. Никто ничего не помогает. Администрация даже и не помнит, по-моему, меня. Я единственная женщина. В нашем районе, Да. которая служила в Афганистане. Хорошо, что есть вот соседи, хорошо, что есть друзья, помогают. И лекарства привозят в такую вот пандемию, и продуктами обеспечивают соседи, привозят. Гульнас, Света. Гульнас, вот она в магазине работает. Когда что надо, я звоню, говорю в шуткой такой, доставку принимаете на дом. Сразу она мне уже к вечеру привозит все продукты, что я заказываю. Когда и муж у нее с вахты приезжает, если что-то надо привезти, тоже привозит. Лекарства то же самое. Лекарства Света, вот у нас соседка есть, она с мужем ездит в Стерлибаш, и все лекарства, что нужно, привозит. А у Гульнаски, вот дочка в поликлинике работает, тоже, если что надо выписать от сахарного диабета, когда есть эти лекарства, в данный момент этих лекарств нет наличия. Когда есть, ее дочь тоже выписывает и привозит. Насчет лекарств я спокойна. Насчет продуктов тоже спокойно. Так живу. Соседи помогают. Друзья тоже. Сегодня подружка вот приехала. Вон всего валом привезла. Всего валом привезла. Дома у тебя прохладно. Пол холодный. Пол холодный, потому что весь уже дом до 57-58 года постройки дом. Его же надо, там полы, все это уже гниют, там даже нету, где-то уже нету фундамента, дерево гниет, сама я не в силах делать, хотя мне один раз кто-то сказал, у тебя есть дочь, пусть дочь помогает. Дочь сама строится, то, что надо, они помогают. АГВ поменяли же они мне, плиту новую тоже поменяли, зять вот помогает, проводку поменяли, все, чтобы никаких пожаров, ничего не было, вот. Чем могут, они помогают. Двое детей у них тоже. Да, тем более дочь не работает дома. Вот, работать так таковой ее по ее специальностям нету, так вот она и этот. Один муж работает и тоже дом строит. Может, тебе на зиму ко мне переехать? Я же одна, с мальчиками только. Ну, знаю, что Комнат ты у не меня одна. много. Нет, здесь надо... Нет, все-таки потом дом вообще холодным будет. Это же надо отопление отключать, воду перегонять, в этот смывать, это спускать. Нет, пока вот здесь вот живу, сама как-то стараюсь что-то делать. Ну, сил, конечно, здоровья нету, чтобы ремонт там сделать, что-то сделать. Вот. И финансы нужны. А потом и финансы нужны. Пенсия-то, как говорится, с гулькин нос, половина пенсии на лекарства уходит. На лекарства половина уходит пенсии. Ну да. Очень много вот у меня лекарства. Я каждую пенсию вот еду, получаю и сразу в аптеку. 2-3 тысячи, а когда и 4-5 тысяч покупаю лекарства. Вот. А вот то, что не было от сахарного диабета, я уже 2-й месяц от сахарного диабета покупаю сама лекарства. И все, вот так вот
Я тоже, Флора, в больницу толком и не хожу. Сколько бы я ни ходила в больницу за бесплатными лекарствами, всегда говорят нет. Я вообще не хожу туда. Глюкомер у меня есть, сама Ну, измеряю. я тоже так же. Лекарства тоже покупаю. Фельдшер у нас вот хороший, вот я с давлением вот неделю мучилась. Фельдшер молодец у нас. Пришел сразу, как я обратилась, и укол сделал, и посидел, давление раз 5 мерили. Вот. И каждый день вот звонил целую неделю. Как вы, Флюрапа, как вы, Флюрапа? Как давление ваше, как давление? Вот это вот молодец. Насчет этого вот фельдшер хороший. И Мужчина, раньше был, да. И раньше был у нас вот наша односельчанка Сажида была. Сажида была, она тоже хорошая. Моментально, как что какая-то проблема, прибегает, что ночью, что этот днем, безотказно было. В деревне вообще фельдшера ответственные, да? Ну вот сейчас вот этот Это везде так. парень у нас этот молодой, ну как молодой, лет под 40 ему. Но он, то, что ночью, здесь же он не живет, он в Стерлибаше живет. Поэтому он днем-то, да, пожалуйста, он все, обращаешься, и уколы делает, все. Вот говорят, когда там врачи приезжают, все предупреждают. А вот то, что ночью, если нету, вот это, конечно, проблема. Если вдруг ночью вот так заболеешь. Вот. А в деревне ведь, если что случится, пока фельдшер не позвонит, скорая из района не выезжает. И сейчас тогда. Нет, сейчас, по-моему, вот сказали то, что он же здесь не бывает ночью. Ага, поэтому Вот, то можно, выезжает, если да? что, можно, да. По-моему, У приезжают. нас в деревне так. Амирове, Талыке. Пока Раньше здесь тоже так же, пока фельдшер не звонит, Да. скорая не выезжает. Умрешь, и скорая не выедет, пока фельдшер не позвонит. Потому что многие балуются, звонят, Да, что где-то несчастный случай, авария. то вот так вот, товарищи подписчики, задавайте моей подруге вопросы, а я потом буду на них отвечать. Вот У они меня спрашивали. компьютера нету, я им пользоваться не могу. Я и в телефоне-то только 3 кнопки знаю. Меня внучка как-то учила. Я могла сейчас научиться, а завтра забываю. И у меня нет такого этого. Они и так вот спрашивают, вот после просмотра видео, двигалось ли вперед что-то, тебе оказали ли помощь, вот так пишут, спрашивают в комментариях. Нет, переживают. никто ничего. Пока сама ничего не этот. Вот насчет пенсии хочу сказать. В газете пришло такое сообщение. Я каждый месяц почти газету бесплатную, как ветерану мне дают, российскую газету. И там вот насчет повышения пенсии. И почему-то я потом подумала, а почему у меня пенсия не повышается? И пришлось звонить в военкомат. Да, они же меня знают. Все. И добилась вот индексацию этого года, индексацию добилась. А вот прошлогодний год никак еще не могут решить. Хотя положена была индексация. Вот посмотрим, дадут, не дадут, не знаю. Я сама, как бывший работник военкомата, я знаю, какая работа в военкомате. Если ошибку сделал, как нам военком всегда говорил, ошибку сделали, отвечать будете сами. А тут в вашем военкомате ошибки делают за ошибками. А приходится отвечать нам. Я просто удивляюсь. И в армии тоже так же. Я же в армии все-таки служила. Звание старшего сержанта получила. Служила в армии. Вот. Знаю, что такое армия. А муж был в горячих точках? Ну а как же? Мы там с ним и познакомились в Афганистане с мужем. Ты рассказала, Да. что познакомились там. Там и познакомились, да. Вот некоторые думают, что вот зачем... Мне один раз задали вопрос, зачем ты в Афганистан едешь? Вот. Ну как, зачем едет человек вот туда вот? Хотя и говорили, что там... Но мы уже знали, наша семья... Многие не знали, что там война идет. Но так как я из семьи военных, у нас в семье в основном военные, они уже знали, вот, что там идет война. Тем более уже двоюродный брат там побывал. Как раз дворец Амина, вот в 79 году он и брал. Дворец Амина, десантник. Из 350 человек, как он рассказал, вернулись только 70. Ой. Остальные все погибли. Вот. И это он был вот первый, который зашел брать дворец Амина. Ну, я-то поехала в 82-м. Ну, кто-то же должен все-таки. Я так считаю. А как во Великой Отечественной войне? Ой, Сколько женщин было, работали, служили, медиков, все это. Я хоть и поехала по торговле,
Ну, меня сразу переименовали. Из торговли получилось, и меня взяли машинистка по секретной переписке в секретный отдел. Я выезжала, хоть в штабе я сидела в секретном отделе, только все секретные документы печатала. Но я выезжала, в Северный Кундуз выезжала на секретное планирование, потому что они не могли секретные бумаги сюда привезти, чтобы я отпечатала. Меня туда вывезли. Правда, мы попали под обстрел. Вот такое сильное ранение я, конечно, не получила, но легкую контузию и вывих челюсти я получила. Ладно, хоть ребята там. Ты еще раз не хочешь сходить? Или в военкомат, или администрацию насчет дома? Еще раз. Ой, я даже не знаю, ходить мне, не ходить. Вот Путину писала, никакого ответа. До Путина, оказывается, наши письма не Да, доходят. не доходит. Так как я один раз обращалась к министру соцзащиты нашей Башкирии Иванова, Линара такая есть, когда она сюда приезжала к нам в Стерлибаш, вот, почему-то все время говорили, что я вдова, вдова ветерана боевых действий, но я ведь сама ветеран боевых действий. Зря медали мне не вручают же. А когда я говорю, а почему все время вы говорите вдова? Я ведь сама была в Афганистане. Она так удивилась, как вы были в Афганистане? Я подумала, ну женщине может чем-то будет помогать, тем более она по соцзащите. Мгм. Вот. А потом она раз и говорит, а вы для нас никто. Она Вот прям так. так. Там были люди, человек 15 с администрацией сидели, и все это они слышали. Она так в глаза мне и сказала, вы для нас никто. Квартиру в Ишимбае получали, вот и все. Вы человек военный, обращайтесь к Путину и Шойгу. Я обратилась, но мои письма ни до Шойгу не дошли и до Путина не дошли. Вот и все. И никакого ни ответа, ни привета. Но почему Уфа забирает наши письма, которые адресованы Путину и Шойгу? Почему? Почему это так делают? Я вот этому просто удивляюсь. Но он сразу ответил в администрацию, чтобы разобрались с моим делом. Я пришла, да, да, и все. Вот это да и закончилось. Да. Никакой помощи нету, ничего. Разве мы знали, что когда в Афганистан ехали, что мы будем пользоваться какими-то льготами? Мы же Раньше, этого не да. знали. Абсолютно даже никто не догадывался. Ой, такими льготами будете пользоваться, все. Никто об этом не знал. Это потом. Я с Афганистана, когда приехала, потом мне только военкомат, льготное удостоверение. Позвал военкомат, и тогда только через сколько-то лет позвали и дали удостоверение льготное. Вот вчера, например, со Стерлитамака позвонили соцзащиты 10 декабря путевка в санаторий. Стерлитамаки? Нет, какой-то Аургазинский район, где какой-то санаторий. Бразинский? Не знаю, вот какой-то район, даже не Не запомнила. Мещетлинский? Там Не знаю. классно. И Узнавай. 10 декабря. Как я сейчас поеду в санаторий при такой пандемии? Да. Я на улице здесь не выхожу, в поликлинику не ездю. Вот и такой, тем более сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, целый там Букет болезней. букет болезней, да, и я поеду в санаторий. Когда много санаторий принимали таких больных, и я поеду, чтобы захватить, что ли. Да, Каждый опасно. день говорят по телевизору, в Башкирии умер одна женщина, у нее был сахарный диабет. Мужчина умер, был сахарный диабет. Как можно ехать? И тем более я всегда говорила, вот в соцзащите, говорила те, которые у нас, которая сидит, Светлана, хорошая женщина, я ей объяснила, зимой я не могу ездить, тем более куда-то. У меня АГВ, а кто будет смотреть за моим домом? Ну, могут соседи прийти раз в неделю там, а потом у меня вода мерзнет. Если ее временами не спускать в воду, она замерзнет. И потом вода пойдет только где-то в июне. Вот. Пол холодный у тебя. И поэтому Поэтому я не вот мерзнет, зимой, наверное. да, и так договорилась, что в зимний период я в санаторий не буду ездить. Но пока только в Ессентуки в 2018 году я съездила. Но в дороге я ездить не могу. С такими болезнями ездить не могу. Может, на следующий год даже я откажусь от санатория. Хотя по Москве сказали, кто в санатории федеральные льготники не поедут в санаторий, Мгм. оказывается, деньги должны вернуть. Надо узнать тебе. Я вчера вот разговаривала со Светланой, она говорит, даже кто-то льготник какой-то судился, прокурор уходил.
И сказали, что нет, не возвращают. Как не М. возвращают? С меня эти деньги удерживают, которыми я не воспользовалась. Должны же как-то вернуть. Пусть там не миллионы, но пусть даже не стоимость санатория, но те, Мгм. которые высчитали, только верните и все. Вот Для ты нас это тоже хорошо. вопросы задала, да, среди моих подписчиков есть очень умные люди с высшими образованиями, кто-то разбирается, есть юристы, есть, наверное, кто в соцзащите работает. Кто-нибудь мне ответит, я тебе передам. Да, Что обязательно, если положено, что кто-то, нет, да. да. Есть Может, очень... кто-то связывается и с Москвой. Да. Вот насчет льгот тоже. Я один раз позвонила одному человеку, он в Москве живет, а служил в Жезлыке. Это место последней нашей службы. Это Каракалпакия был. Вот. Мы там служили в гарнизоне с мужем. А он до нас там когда-то служил. Он тоже ветеран боевых действий в Афганистане был. Вот я ему позвонила, и он собирал там своих друзей, которые там служили. Но это когда с ним служили. А мы уже после них служили. Был бывший химический полигон, поэтому там вот болезни мы и нахватались. Там не только мы нахватались, солдаты бедные тоже много болезней нахватались от этого химического полигона. Вот мы там восстанавливали аэродром Буран. Вот этот Мгм. вот космический аэродром, этот Буран же был, для него принятия туда. Вот это восстанавливали. В степи там, в общем. И вот я ему позвонила и насчет льгот вопрос задала. Какими льготами? Вот мы же должны, вот по закону я должна пользоваться. У меня в законе 21 написано. Как вдова ветерана боевых действий. Газ 50%, свет 50%, электроэнергия 50%. А у нас льготы, я как-то обратилась насчет этого в соцзащиту, они сказали, ну, в нашем районе вот так решили. И за все мне платили там, сначала 400 рублей было, за все. Потом вот прибавляют, уже 600. А теперь уже 4 месяца вообще отобрали льготы. ЖКХ вот это полностью отобрали. Потом та же сама Ленара, вот эта вот Иванова, пишет в газете, мы стали удерживать за ЕДК, вот это коммунальные Мгм. услуги, с тех, кто получал, но не оплачивал. И у них долги там за 6, за 7, за 8 месяцев. А у меня долгов нету. Я такой человек. Шли квитанции, я сразу бегу первое оплачиваю. Пришли, я оплачиваю. Почему ж тогда с нас удерживают? Почему я должна оплачивать за тех, они эти деньги получали, и еще с нас удерживают за того, чтобы оплатить ихние долги. Знаю. И никаких 50%, как говорится, извините меня за выражение, большие фигушки показывают. Где? Не знаю. Ладно, хоть ЕДВ не удерживают. Вот ЕДВ. Я получаю ЕДВ там за лекарства. А так не знаю, к кому обращаться. Если это ЕДК удержали даже соотечественников, которые вот, как с них-то их осталось-то всего чуть-чуть. Но это уже вообще, я не знаю. Положено, отдайте. Вот мне, вот я не знаю даже к кому обращаться. Если мне положено по закону 50%, в законе написано. Ну и живу вот так вот. Ты Что ж и делать? сама служила, и муж служил. Да, мы с мужем вот в Афганистане, я уже говорила, в Афганистане мы с ним познакомились. А один раз операцию, он вообще без фуражки приехал. Пуля попала прям в кокарду, в эту звездочку. Если бы чуть-чуть высунул бы, говорит друг, Все. вот этот Ишхан мне сказал, который был у нас свидетелем на свадьбе. Он и сказал, ты, говорит, спроси у Наиля, где его фуражка. Я когда спросила, он просто мне не стал меня пугать, сказал, да, улетела. Вот. Сколько ребят погибло, да, в Афганистане? Очень много. Вот я же работала с секретными документами, Мгм. и всегда секретные документы вот я печатала. И один раз с офицерами мы посчитали, в день умирало 1,5 человека. В день. Ну вот сами считайте. За 2 дня 3 человека Да, умирало. вот за 2 дня 3 человека погибало. Вот мы посчитали так. Ужас. Чьи-то дети. Операции не выезжала на такие серьезные, хотя с автомата и с пистолета стрелять я умела. Вот. Первую помощь могла оказывать. В медсамбат я часто ходила. Вот. А кровь мы сдавали, там это вообще было безбожно, кровь сдавали. Когда с операцией раненых солдат там привозили, все. Там не спрашивали, хочешь ты сдавать, не хочешь ты сдавать. Там заходили и говорили, вторая положительная, выходи.
И мы уже знали, что надо идти в медсанбат, сдавать кровь. Все. А Наиль у меня вообще один раз прямое переливание солдату сделали. Даже такое бывает. Тем более у него третья группа отрицательный резус. Такой нечастый, но вот понадобился и такое прямое переливание. После Афганистана почти 4 года в военкомате проработала помощником этого начальника первого отделения. Вот. Поэтому потом опять то в один гарнизон, то второй гарнизон, то третий гарнизон. Потом он вообще в Каракалпакию отправили. Весь батальон, весь этот воинскую часть перебазировали туда. Вот так, вот так. А там уже все. У меня опухоль пошла, все пошло-поехало. Так что кто в армии служил, тот знает, что такое. Хотя многие приезжают и начинают хаять армию. Не знаю. Я когда служила, мы за солдатами смотрели как за своими братьями. Там вот так вот можно сказать. Чтобы солдата кто-то что-то обижал. И тем более у меня муж никогда в жизни солдата не обижал. Скоро Новый год. Кстати, с праздником тебя. Сегодня первый день зимы. Да, спасибо. Тебе тоже так же. Спасибо. И детей твоих. Ага, спасибо. Внуков. Да. Ты молодец, что ты вот тоже сейчас. Тебе тоже надо медаль за отвагу дать. То, что ты не смотришь внуков. А вот по телевизору, вот почему тебе не дают, как опекун за внуков вот эти деньги. А в телевизоре бабушки получают то, что внуков смотрят. Они за опекунство получают большие деньги. То, что она воспитывает, родная бабушка. А вот у нас опять район наш, опять у нас Башкирия. Почему-то в Москве дают или в других вот. Вот недавно из Челябинска там были. Тоже бабушка получает, да. У нас нет, у нас сказали, А здесь родные нет. бабушки обязаны воспитывать своих Не внуков. обязаны. За это ничего не платится. Если б, например, моих внуков моя дочь взяла бы, им бы платили. Мгм. А родным бабушкам, дедушкам не положено. У меня пенсия маленькая, я должна их на эти пенсии еще. Да. А сейчас в наше время как много надо. Да. Очень много надо. Ну, у них есть, пенсию получают они по потере, и есть пособие не очень большое, государство платит. Ну, Но все равно. я не могу сказать, что нам деньги не хватает. Я и сама на Ютубе тоже зарабатываю. Много ли, мало ли. Огород всё равно смотришь ты, огород, выращиваешь, скотину, и да. все стараюсь. Но птицу выращиваешь, ты все стараешься, ты молодец. И другим еще помогаешь. И мне помогаешь. Посмотрите, вот сейчас показать вам, какую она мне птицу принесла. Не надо, не надо. Вот. Всегда она вот так. Никогда пустыми руками не приходит. Всегда. Как будто ты сама пустыми руками ко мне приходишь. А? Ну, там дети, я же не к тебе прихожу. Там я А я детям к тебе. Ты сама большой детям ребенок. приношу. Дети. Да я никогда, сама знаешь, никогда никому пустыми руками Да, не я хожу. знаю. Никогда. К Она- соседям иду, тоже пустыми руками не хожу. Но мы каждый год же собираемся, вот числа 27-28 декабря собираемся, Мгм. и там только возлагаем памятник. Таких сборов так ничего нету. А 15 февраля это тоже цветы памятнику, и нам концерт ставят, там вот эти вот поздравления. И поздравляют этих вот родителей погибших. Сейчас и родителей-то уже меньше стало. Раньше, я как помню, было 7 человек, по-моему, приходили. А сейчас, по-моему, 2 или 3 стали родителей погибших солдат в Чечне и в Афганистане. Вот. Их поздравляют, да. Ну, в этом году, наверное, я-то уж не пойду на эти встречи. Почему? Из-за пандемии я не пойду. А, Народу пандемия. много, даже если Наверное, в не маске. соберут, наверное. Хабиров только вчера сказал. Никаких сборищ, никаких. Мгм. Новый год с семьей. Больше никуда. А я и так Вот. каждый год с семьей только. Ну, я тоже, меня хоть и приглашают, но я никуда, никуда. Тем более с этой болезнью вообще. Не дай бог никому. Так что все будьте здоровы, с наступающим Новым годом вас. Чтобы всех все было хорошо. Все мечты сбылись Мгм. в Новом году. Побеседовали, вопросы задавали. Подписчики мои подскажут, куда тебе обратиться. Так, ветеран боевых действий, все-таки вдова. Вот леса наши красивые. Березы наши.
красавицы. Закутались в белую шаль. Так красиво в лесу. Туман сегодня. Вот они, красавицы. Ну вот я приехала домой. Вы увидели мою подружку. Все так же живет. Дом холодный, ноги замерзли, хотя я в теплых тапочках ходила дома. Никаких продвижений нет, но ничего не поделаешь. На этом я свой влог заканчиваю. Всем пока-пока. До следующих встреч.